Уважаемые посетители, администрация комплекса сообщает, что недавно сработала пожарная сигнализация. Просим вас сохранять спокойствие и набираться к выходу из здания. При движении руководствуйтесь сигнальными указателями «Выход». Месяц масштабных проверок по всей стране позади. В Коми проинспектировано почти 400 поднадзорных объектов. Обследованы каждая лестница, выход и пожарный датчик. Ревизоры даже замеряли уровень звука оповещения. Работали сотрудники надзорных органов и с персоналом. Для некоторых инструктаж по пожарной безопасности провели впервые. При приеме на трудоустройство сами проводили инструктаж? Не проводили. А когда вообще проводили? Вы сказали, только сейчас. Ну вот когда, да. Ну, то есть после событий в Киеве сами провели инструктаж. В списке главных нарушений – отсутствие и загромождение эвакуационных путей. Почти в 2 десятках комплексов нет и системы оповещения людей при пожаре. Больше всего нареканий вызвал торговый центр «Майский», город Сыктывкар. В данном торговом центре выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В частности, это и хранение горючих материалов на эвакуационных путях, и их загромождение, несоответствие установленным требованиям самих эвакуационных путей, ширины, ну и так далее. Не соответствуют требованиям здесь и ширина лестницы, а некоторые эвакуационные выходы заблокированы выставочным оборудованием. В помещении магазина косметики на цокольном этаже одного выхода не хватает. И одно из самых серьезных нарушений – автоматическая установка пожарной сигнализации в общих коридорах попросту отсутствует. Решать дальнейшую судьбу этого торгового центра теперь будут по суду. Туда прокуратура уже направила заявление о запрете деятельности центра до устранения нарушений. Впрочем, торгово-развлекательные центры – это только 4-я часть проверенных объектов. Инспекции коснулись школ, детских садов, центров досуга. Приоритет был сделан на организациях, работающих с 2015 года. Особое внимание уделили частным детским садам. Там нарушения систематические. У нас есть такая группа по присмотру и уходу за детьми «Татошка» в Сыктывдинском районе Вильгарте. Там прибывает одновременно более 10 человек. Так вот, в этих группах вообще отсутствуют эвакуационные пути, их должно быть 2. Применены строительные материалы при отделке группы, которые не соответствуют классу пожарной безопасности. Соответственно, отсутствует вот эта пожарная сигнализация. Но в настоящее время прокурором решается вопрос о направлении искового заявления в суд о приостановлении эксплуатации этого частного детского садика. Такие же нарушения у нас выявлены, связанные с отделкой, с применением отделочных материалов, которые не соответствуют требованиям, в Сосногорске, в Инте. От комментария руководство частного дошкольного учреждения отказалось. От администрации торгового центра, который оказался на грани закрытия, не удалось даже дозвониться. Впрочем, сегодня у них и так работы немало. За халатность отдельных лиц будет расплачиваться бизнес. Таисия Жакова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.